Если есть вопросы, мы постараемся ответить на них. Света, речь это крымско-татарское питание онлайн. Вот. Ну, я так поняла, что вы говорите, ну, что вы поддерживаете Совет представителей крымско-татарского народа, да? Вот, вы обрадованы его работой, возобновленной, вот, и Василий Иванович сказал, что вам доводится место внутри этого треугольника, который создается. Вот, вот мне хотелось бы теперь поинтересоваться у вас, а не хотели бы вы войти в этот треугольник, а не быть внутри? То бишь, не видите ли вы себя в составе Совета представителей? Я, наверное, давайте мы изначально, мы всегда говорили, мы не стремимся к власти. Ни один из нас не хочет работать во власти, если разве что нас не вынудят. Да. Наше дело решить земельный вопрос. Мы вообще не занимаемся политикой. Нас вынуждали заниматься политикой. Наше дело, в первую очередь, решить вопрос земли. И я ухожу на пенсию. До свидания. я хочу добавить, ну, безусловно, неправильно, когда из 19 членов Совета активно, не покладая рук, днем и ночью, по сути дела, сегодня приходится работать, и причем работать на общественных началах. Мы же не какая-то государственная структура со штатом и так далее. Мы консультативно-совещательный орган, который помогает прежде всего центральной власти, президенту Украины, республиканской власти в рамках наших компетенций, наших полномочий решать или помогать, или представлять свое видение решения тех проблем, которые годами не решались. Вот. И поэтому, безусловно, если в течение определенного времени, ну, по крайней мере, ближайших 100 дней, да, как отдается, как всегда 100 дней дается любому правительству на проверку его компетентности и выработки той линии и программ, которые это правительство будет решать. Поэтому в течение ближайших 100 дней этот вопрос обязательно возникнет. Те, которые в течение этих 100 дней определятся своим отношением к Совету представителей, захотят работать в Совете представителей, независимо от его политической или другой какой-то наклонности, милости просим, работы выше крыши. Проблем потому что выше крыши. Но если те люди, которые не захотят работать, безусловно, будут даны представления о ротации в этом Совете. И, конечно же, те люди, которые непосредственно сотрудничают, контактят с народом, а как вот на сегодня в земельной сфере это общественная организация СИБАР. Есть другие, допустим, вопросами согласования, вопроса возвращения соотечественников, вот, допустим, Ватандеш соотечественник, да, международные какие-то стосунки на уровне взаимоотношений коренных народов, это Международный фонд коренных народов, активно работают, будут представлены кандидатуры в Совет, которые активно, непосредственно живут проблемами и чаяниями народа. Эти кандидатуры будут представлены, и у нас есть, например, мнение, что представители СИБАТа тоже должны быть в этом Совете и заниматься непосредственно на уровне уже определенных полномочий теми вопросами, которыми они занимаются уже последние 6-7 лет. Почему нет? Я хочу вот как бы добавить к этому вопросу один момент, что чем уникально это крымско-татарское национальное движение, что у нас нету такого понятия, как культ личности, у нас нету роли личности в этом вопросе, как нам вот последние годы хотят внушить, что вот есть человек, вот благодаря этому человеку вот мы имеем то, что имеем. Нет, это глубокое заблуждение. Я вам с этой трибуны, вот, если у меня есть такое право, хочу сказать, это неправда. Участие каждого представителя крымско-татарского народа, который сегодня, и, к сожалению, которых сегодня нету рядом с нами, сыграл именно вот эту роль, что сегодня мы имеем то, что имеем. То есть, во-первых, мы подняли вопрос при той еще тоталитарной системе Советского Союза, которая как бы сдерживала возвращение. Мы подняли этот вопрос до такой степени, что нас услышал весь мир, что есть такая проблема, что есть
то горе, которое есть в каждом сердце крымского татарина. То есть потом само возвращение, это обустройство. Я вот здесь в начале пресс-конференции сказал, что сегодня крымско-татарский народ до сегодняшнего дня обустраивался практически за счет своих ресурсов. Ясненько. Как Светомет, у меня еще уточнение. Вот вы мне конкретно не ответили. Вот Василий Иванович сказал, что он ждет вас в Совете представителей. Вот вы готовы туда пойти? Ну вы опять Нет, некорректно задаете вопрос. Я не говорил, ждет вас. Я сказал, у нас есть намерение предложить включить Вы знаете, представителей Сибата. Я же говорю сокращаю, так, я как- понимаю, я Вот сокращаю. смотрите. Ну, вы- Я, может быть, сейчас какие-то высокопарные вещи начну говорить, но пусть простят меня люди, которые сидят в президиуме данного пресс-центра. Я хочу сказать, вот человек, да, это сын Ферзея Сидалеева, замученного советским режимом за то, что этот человек боролся за права своего народа. В Днепропетровской психушке. Его отец был замучен за то, что он хотел, чтобы его народ жил в Крыму. Это его сын. Мой отец покойный, он тоже был рядом с его отцом. Понимаете, нас воспитывали так. Нас никто не зовет. Мы сами идем и боремся за свои права и за права своего народа. Если это надо будет, мы и встанем и там. Понимаете, как стали здесь. Почему я здесь? Потому что меня Даниил позвал, зная мои возможности, зная мои качества, присоединяйся, давай, это хорошее дело для того, чтобы народу было легче. И вот я в земельной теме. У меня, в принципе, как бы оно так не горело, будем так говорить. Сегодня Даниил меня оставил вместо себя. И когда он должен был, на следующий день он должен был суд, он сказал, Седомет, ты остаешься после меня. Поэтому позовут, пойдем. Но сами стремиться не будем. Я говорю, мы готовы рассмотреть вопросы, есть такое намерение. А как решить Сибат, это их право. Да.